Данную поездку мы планировали целую неделю, но Александр захотел посетить то место, где он жил отшельнической жизнью. И мы решили совместить это все. В тот день говорили все, что будет дождь. Все как один. Говорили, что с самого утра будет дождик. Но мы утверждали, что не будет дождя. И так и получилось. Дождя не было. Нам очень повезло с погодой. Подножье кургана встречало нас легкой дымкой. Мы с веселым настроением продолжали свой путь по лесной дороге. По пути делая неоднократные фотографии с Александром. Здесь, в низине, когда-то протекала небольшая речушка, но она со временем высохла, к сожалению. От реки осталось одно лишь русло. Был я здесь осенью, когда лежал снег, но мы не видели тропинки, которая вела к этому балагану. Это все люди протоптали, говорил Александр. Они приходили ко мне, приносили еду. Здесь я провел все свое время. И люди, только люди помогали мне с продуктами, с едой, а воду приходилось брать в речушке. Здесь и ягоды есть, говорил Александр. Они мне помогали поддерживать силу духа, воли. Зная, что ко мне приходят люди, я продолжал здесь жить, но вдали от цивилизации. Мы решили от подписчиков нашего канала собрать подарок к Новому году для шамана Александра. Нам удалось связаться с Натальей Стальной из Уссурийска. Она сказала, что после 26 декабря сможет собрать посылку и привезти ее к шаману в больницу. Всем, кто хочет сделать свой вклад на новогоднюю посылку для шамана, реквизиты под видео, а также пишите свои идеи в комментариях, что можно приобрести и положить в посылку. А Наталья уже выберет то, что можно проносить в больницу, у нее есть в этом опыт. Подходя к балагану, Александра сказала, как же все тут изменилось. Балаган порушился малость, но это все мне знакомо, как родное. Присев и посмотрев на него, что с ним стало за это? Здесь даже козлы остались, на которых я пилил дрова, чтобы согреться в зимнюю ненастную стужу. А погода тут очень суровая. Войдя в балаган, там все осталось без изменений, как и ровно год назад, когда я здесь был зимой. Все так же висит без изменений, нетронутый и оставленный, как будто что человек вышел буквально на минуту и скоро вернется. Где-то в балагане в углу пылились книжки, говорил Александр. Я их читал, чтобы мне не было скучно. Я познавал мир только через книги. Единственная связь с миром была эти книжки и люди, которые приходили и приносили мне еду, сказал Александр. Тихий вышел из балагана. Посмотрев, что делает Александр, он пронзительно и молча смотрел на нас. Наверное, вспоминал, как он тут жил. И я задался вопросом, почему же на этом месте, где брали землю для балагана, выросли молодые сосенки, хотя рядом есть яма. И я задал вопрос этот Александру. Он ответил, природа так повелела.
На следующий мой вопрос, как же ты хранил, Александр, свои продукты, он радостно побежал и взял лестницу. Говорит, я залазил на дерево, чтобы повесить их на ветку, чтобы мыши не погрызли и зверей не привлекать. Следующее доказывает, что действительно здесь был Александр. Здесь у него есть подпись. И вообще удивительное, невероятное, тайны, загадки. А то говорят, это Александр ничего там не делал. Николай не помнишь, ведь энциклопедия загадочного и неведомого он читал. Помнит все. Даже до сих пор вот лежат щепки. Тележка лежит самодельно. Мы в прошлый раз заходили, ее не заметили. А верхняя, это как православная, это уже божественно, с Богом связано. Ну, это знак, символ двух вер, что вы духи защищали Сергея, местности Сергея обозначает Игуска, и крест, что Бог защищал, христианский, Христос. Вот так. Это оберег. Оберег. Вот. Сразу установился. Еще давно-давно. Сразу первый пришел, его установил. Много лет прошло. И тут никто не мешал, никто не мешал. Всем, кто хочет сделать свой вклад на новогоднюю посылку для шамана. Реквизиты под видео.